Само соглашение, зачитаю его название. Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам. То есть здесь речь идет не только об арбитражных судах, в том числе о судах общей юрисдикции. И это, как я понимаю из текста самого соглашения, мы потом его опубликуем, здесь сугубо не будет касаться экономических дел, это много чего будет касаться, и огромное количество наших граждан будут подпадать под это соглашение. В первую очередь хочется, здесь в самом соглашении идет ссылка на Конвенцию Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, к которому абхазское государство не присоединилось. То есть, и сейчас, если последить за новостями, проблемы есть и там и с Гаагским судом, то есть Россия из этих всех соглашений выходит, потому что они не отражают интересы российского государства. А здесь вот даже если не обсуждать ничего, что сказано в этом документе, просто сам факт того, что здесь ссылается на конвенцию, к которой мы не присоединились, делает этот документ абсолютно ничтожным. Да. Что касается, скажем, объективных вещей, люди, которые подписывали, я уверен, что и министр юстиции Барцис прекрасно понимает размеры судебной системы России и судебной системы Абхазии. Фактически речь идет о поглощении одной системы судебной другой системы. Я не думаю, что такие очевидные вещи люди, которые принимали это соглашение, не понимают. Это, я считаю, можно расценивать как недружественное поглощение. Мы 30 лет выстраиваем свою суверенную судебную систему, и сегодня получается вот этой бумажкой, соглашением, где всего лишь 5 страниц, мы перечеркиваем все 30-летние наши усилия по созданию собственной судебной системы. Если мы не доверяем своей судебной системе, значит надо какие-то реформы проводить, а не отказываться от нее. Если говорить о цифрах, у нас несколько тысяч совместных предприятий здесь сегодня в Абхазии. Это в том числе и СП, совместные предприятия, и местные ООшки с иностранным участием. Все они сегодня подпадают под законодательство по этому соглашению, под законодательство иностранного государства. И даже, возможно, те ситуации, которые могли решаться какими-то переговорами, так скажем, до судебного порядка, сегодня появится возможность, чтобы судебные решения сюда нам приводили, и наша служба судебных приставов обязана будет эти решения исполнять. Если мы говорим о всей российской судебной системе, я просто приведу такой возможный пример, который, скорее всего, к примеру, если партнер, который подаст в суд, находится в Сахалине, он может подать в суд в Сахалине. И наша сторона, наш гражданин, вынужден защищать свои интересы в Сахалине. То есть, либо ему туда надо будет поехать, либо ему нанять там, искать адвоката. Это колоссальные средства, он на это потратит. Скорее всего, наши граждане так далеко ездить не будут, и с большой долей вероятности, я думаю, 99 судов из 100 наши люди будут проигрывать. И нам сюда будут привозить судебные решения, на которые мы никак не можем повлиять. Здесь абсолютно такие очевидные вещи я говорю, но их надо проговаривать. К примеру, я ни в коем случае не поверю, что решения, скажем так, Кварчальского суда будут исполнять в России. И никто гарантии не даст. Ни министр Барцис, ни Александр Анкваб, ни Аслан Бжани не может гарантировать, что решения абхазских судов будут исполняться в Российской Федерации. Я думаю, здесь абсолютно очевидно, я думаю, здесь даже дополнительных аргументов не нужно. Это, у нас здесь даже наши органы власти судебные решения многие не исполняют. Что говорить об иностранном государстве? Еще хочу пример привести, что в России тоже ситуация очень сложная, судебная система. По официальным данным 2015 года порядка 700 тысяч рейдерских захватов было в самой Российской Федерации. Ежегодно возбуждается около 10-15 тысяч уголовных дел по рейдерским захватам. Кто нам может гарантировать, что наши бизнесмены здесь в Абхазии не попадут вот под эти мафиозные группировки, которые с помощью фальсификации документов через судебную систему России будут здесь, говоря таким грубым языком, отжимать собственность наших граждан. Кто может гарантировать? Никто. К сожалению, это данность, это реальность, которая существует.
Вот о чем говорил Артур Амиранович. Где гарантии, что гражданин России, пользуясь всеми правами гражданина России, обращаясь к грузинской национальности, который покинул Абхазию, обратиться, чтобы восстановить свои права на имущество, которое где гарантии. Здесь в законе никаких оговорок нет, чтобы вы понимали в этой связи. Так что любой гражданин России, который считает, что его права на территории Абхазии были нарушены, он будет сюда будут приходить исполнительные листы по изъятию этого имущества. То есть это исходит из самой сути и содержания данного соглашения. Фактически, если говорить, если давать такие, можно даже сказать, жесткие оценки этому закону, по сути, данное соглашение подставляет весь народ Абхазии. Да. У нас есть наша судебная система, которая зачастую намного более справедливая и честная, чем судебная система Российской Федерации. Мы должны своей системе судебной доверять, мы своим органам власти должны доверять. Мы не должны всему миру показывать, что мы своим же органам, которые мы 30 лет создавали, что мы им не доверяем. Это колоссальный урон по нашей государственности, по нашему народу, по всему тому, к чему мы стремились. Да, отдельная власть. Да, последний, по сути, мы перечеркиваем, целую весь власть мы перечеркиваем вот этим соглашением на 5 страницах. Я это соглашение расцениваю как экономический гаагский трибунал для абхазских граждан. Никакой другой оценки я этому соглашению дать не могу. Вот, спасибо большое.